Свекровь и невестка. Благородный парень, который рос в покорности Всевышнему, женился на девушке, которая была не меньше религиозна, чем он сам. Они жили прекрасной счастливой жизнью. Шли годы, жена не могла забеременеть, однако это не влияло на их отношения, поскольку они верили в Аллаха и в Его предопределение. Они понимали, что каждая вещь предначертана, и в будущем произойдет то, что дозволит Аллах. Вопреки этому, мать парня не хотела мириться с ситуацией, объясняя это тем, что у нее 2 дочери и единственный сын. Одна из сестер навещала брата на протяжении 2 лет и несколько месяцев назад вышла замуж, а вторая училась в университете. Поэтому мать мечтала о внуках еще до его женитьбы. Она стала расспрашивать сына о том, почему невестка не может забеременеть. А он, улыбаясь, отвечал ей: «Все будет хорошо, иншаллах». Он скрывал от своей жены все эти разговоры, дабы не причинить ей беспокойства. Она была прекрасной женой и хозяйкой для своего мужа. Как-то раз мать пришла к своему сыну и попросила невестку отправиться к врачу, дабы узнать о причинах, по которым желаемая беременность не настает. Невестка ощутила печаль и разочарование, когда узнала, что ее свекровь договорилась с врачом и записала ее на прием через несколько часов. Но она не подала виду и покорно отправилась вместе с ней. Женщина была потрясена, услышав, что ее невестка может родить, но для этого необходимо провести лечение. В ответ на услышанное девушка произнесла: «Хвала Аллаху! Аллах предписал, и случится то, что Он пожелает». Эту новость муж воспринял положительно, довольствуясь предопределением Аллаха. Он стал поддерживать свою супругу, показывая ей свою любовь, уважение и заботу. В то время как мать стала относиться к ней грубо, невестка молча терпела, проявляя к ней уважение как к своей матери. И на ее грубость она отвечала добротой. Сын поговорил с матерью наедине, пытаясь объяснить ей, что, возможно, это испытание от Всевышнего Аллаха. Смогут ли они проявить терпение или нет? И напомнил ей о словах пророка, который сказал: «Поистине великое воздаяние полагается за великое испытание, и поистине, если Всевышний Аллах любит какой-то народ, Он подвергает их испытаниям, после чего довольствовавшиеся снискают благоволение Аллаха, а негодовавшие – Его гнев». Однако это не удовлетворило ее, и она потребовала, чтобы он женился на другой девушке. Сын объяснил матери, что любит свою жену и доволен предопределением Аллаха. Она никак не соглашалась, ругалась, не желала даже видеться с ним, несмотря на все их попытки помириться. Прошло 2 года, и как-то раз ее замужняя дочка пришла к ней, плача, рассказав, что ее муж желает развестись с ней, ввиду того, что она не может забеременеть. Дочь стала упрекать свою мать, поскольку именно она настаивала выйти за него замуж. Эта женщина поняла, что это наказание Аллаха за то, что она несправедливо осуждала сына и его жену. Она поспешила к ним просить у них прощения. Придя к ним, она узнала, что ее невестка беременная, и после этого случая она полностью изменилась. Она стала ближе к Богу, стала больше молиться и обращаться с мольбами к Аллаху. Ровно через год Всевышний ответил на ее мольбу, потому что ее дочь и невестка родили по мальчику. Это очень обрадовало ее, и она совершила земной поклон в знак благодарности. Ее счастье увеличивалось с каждым разом, когда она игралась с маленьким внуком. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.